Senyana mocht mogelijk even jagen. Zijn gejaagd als duizend groene wagen. Daar gaat door des. Mostig chinga boetjes. Тендена духодит, сын правильно злучишь. Леза чингабучи, да ты заршоудом. В стенах столичного лицея прошел необычный урок, на котором дети представляли культуру различных народов, проживающих на территории нашей необъятной страны. Русских, украинцев, ингушей, армян и калмык. Организовала такой диалог культур учитель ингушского языка Зарема Джандикова. Сегодня, ребята, мы с вами будем говорить о культуре разных народов, проживающих на территории Российской Федерации. Мы сегодня не случайно с вами взяли словари. По словарю мы нашли эти слова. Что такое культура? Что такое диалог? Давайте узнаем, давайте, ребята, вы нам скажете, что такое культура? Культура – это то, что оправдывает существование народа нации. Это святыни, которые она собирает и сохраняет. Молодец. А что такое познание культуры, Данил? Познание чужой культуры происходит при помощи собственной культуры, образов, предметов и деятельности, что позволяет человеку взглянуть на собственную культуру с другой стороны, осмыслить ее глубже и даже переосмыслить. Учитель ингушского языка лицея города Магаса Зарема Джандикова – участница многих конкурсов и форумов. В 2017 году она стала обладателем гран-при на Всероссийском конкурсе учителей родного языка, а недавно побывала на одном из конкурсов, проходившем в Москве, где ей предложили принять участие в международной летней школе в Ялте, площадка, на которой собираются лучшие из лучших педагогов России родных языков. Зарема не отказалась и в рамках такого мероприятия провела урок «Диалог культур». Нужно сказать, и дети, и родители восприняли такую идею с полным воодушевлением. Учащиеся младших классов оделись в национальной одежде, поприветствовали друг друга на разных языках, а затем представили национальные блюда представителей этих народов. Хлебом, солью вас встречаем, счастья, радости обожаем. Нехай живут все люди мирно, на окраине моей милее. Ингушская кухня является одной из наиболее древних в мире. При этом она очень проста и вкусна. При приготовлении блюд используют самые обычные продукты, доступные каждому. Основные блюда ингуши готовят из птицы, баранины и говядины. Одним из самых известных и вкусных сытных блюд ингушской кухни является дух-хаутам. Такое кушанье гарантированно порадует любого ингуша, да и практически каждого, кто его отведает. Русская кухня богата интересными рецептами, а такие блюда – блины, винегрет, русские напитки, компоты, морсы и так далее. Калмыки издавна готовили и употребляли в пищу мучные блюда, так как они не отличались от землянических народов. Самым распространенным из напитков был калмыцкий чай. Его употребляли перед едой и после приема пищи. Дети на мероприятиях читали стихи, были подготовлены и викторины. Так как Зарема Саварбековна ведет ингушский язык, то и вопросы касались нашего языкознания. Ребята, мы с вами богаты тем, что имеем и умеем говорить на двух языках с детства. На своем ингушском языке и на государственном русском языке. Сегодня я хочу вам рассказать об особенностях русского и ингушского алфавита. Ингушский алфавит состоит из 46 букв. Он содержит специфические буквы, которые передают звуки, которых нет в русском языке. Есть специальная буква. И еще, ребят, сочетание двух букв согласных. Допустим, такие как К, Г, Ч, Ц, Т. Давайте мы с вами их повторим. К, Ч, Ц, Т. Мысла. Т, О, Ч, Чг, Х, Хопа, Х, Хач, Ханц.
Такие уроки формируют представление детей о России как о многонациональной стране. На диалоге о культуре ее участники смогли ознакомиться с особенностями русской, украинской, ингушской, армянской, калмыцкой и другими культурами, их религией, обычаями, традициями и кухней. Участники осознали, насколько важно знать корни своего народа и что на огромной территории нашей страны живут множество других народов. И самое важное – это жить в дружбе и уважении с ними. А без знания их культуры это невозможно.